Всех недобросовестных налогоплательщиков уполномоченные органы будут штрафовать. Об этом рассказала руководитель юридического управления Департамента государственных доходов по области ЖТСУ Асем Байкаш на пресс-конференции. Спикер подчеркнула, что при первичном правонарушении применяется мера предупреждения. Далее при его невыполнении налагается штраф. Для физических лиц он составит сумму в размере 10 месячных расчетных показателей. Для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса 30 МРП. Для субъектов среднего предпринимательства административная ответственность налагается в размере 45 МРП. А субъектам крупного предпринимательства придется выложить 70 месячных расчетных показателей. Также при оплате штрафа в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления налогоплательщик вправе внести лишь половину от общей суммы. Стоит отметить, что на 1 июля 2023 года по области ЖТСУ было вынесено более 3200 постановлений. Из них 530 о наложении административного штрафа, а почти 2600 уведомлений предупредительного характера. Также Асем Байкаш напомнила, что оплатить налоги физическим лицам нужно не позднее 15 октября, а предпринимателям и юридическим лицам не позднее 15 августа текущего года. Основное нарушение – это непредставление налоговой отчетности в установленные сроки. Соответственно, это влечет административную ответственность по 272 статье Кодекса об административных правонарушениях. Если это нарушение совершено впервые, то мы применяем и объявляем налогоплательщику, совершившему одно правонарушение, предупреждение. Выносим постановление о предупреждении. Если это нарушение совершено повторно в течение года, то есть неоднократно он не представляет налоговую отчетность, то в данном случае мы привлекаем к административной ответственности в виде наложения штрафа. Мы призываем всех наших налогоплательщиков, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц своевременно исполнять налоговые обязательства, вовремя представлять налоговую отчетность в органы государственных доходов.